«Орфей» – многоэтапный вокальный конкурс, который стартовал в декабре прошлого года. Идея конкурса принадлежит Валерии Адлиба, победительнице первого сезона вокального проекта «Ты супер» российского телеканала НТВ. Генеральным спонсором проекта выступила сотовая компания «Аквафон». Конкурс «Орфей» – это прекрасный проект, который позволил молодым исполнителям реализовать свой творческий потенциал. Мы считаем, что данный конкурс отлично выполнил свою задачу, а задача заключалась в том, чтобы выявить творческую молодежь в Ачимчире и Ачимчирском районе. Мы очень рады быть причастными к данному вокальному конкурсу. И, пользуясь случаем, мы хотели бы поблагодарить всех организаторов, а также, конечно же, поздравить всех участников данного конкурса. Особое внимание организаторы конкурса обратили на детей из сел, где нет педагогов по вокалу. В поисках участников проекта они объехали более 20 деревень Ачимчирского района и провели прослушивания, в которых приняли участие 97 претендентов. 35 из них были отобраны для подготовки к финальному кастингу, после чего только 15 молодых вокалистов были допущены к самому конкурсу, и уже с ними начали работать педагоги по вокалу, сценическому образу, дизайнеры, стилисты и детский психолог. После 3 отчетных концертов, которые стали настоящим праздником для участников, их родителей и всех жителей Ачимчирского района, состоялся финал конкурса. Главной целью проекта является построение эффективной творческой площадки для молодежи Ачимчирского района, поиск талантливых юных исполнителей, их поддержка и помощь в дальнейшем развитии под руководством педагогов. Большинство детей, принимавших участие в проекте, проживают в отдаленных от города местах, и несмотря на то, что многие из них никогда раньше не держали в руках микрофон, все они, безусловно, талантливы и достойны победы. Выступление конкурсантов оценивало компетентное жюри, в составе которого и известный абхазский музыкант Андрей Гумба. По словам маэстро, «Орфей» стал для него настоящим открытием. Много неожиданного, приятного, что дети такие талантливые, что они, в принципе, без особой подготовки. Конечно, есть над чем работать, но говорить, что все идеально, все хорошо, это будет неправда. Надо работать, но главное, есть зерно, есть талант, и я думаю, что вот сегодня они сделали какой-то шаг, скачок, и дальше уже выберут дальнейший путь именно в музыке. В составе жюри также одна из участниц российского вокального конкурса «Голос» Мариам Мирабова, которая, кроме того, хорошо известна абхазской публике. Столько талантливых детей, столько талантливых от природы, им нужно обязательно давать развитие. На таком уровне сделанный конкурс для меня был просто очень приятным открытием. Какой поразительной доброты зритель, какая поддержка, какое фантастическое состояние и любовь, царящая в зале. То, что я оказалась в жюри, это тоже провидение. Надеюсь, что-то я смогла от себя тоже передать и оставить. Самое главное, что я была абсолютно честной в своем судействе. Я никого не знаю, ничего не знаю. Я приехала, услышала, и меня покорили именно те, кто меня покорил. Гран-при конкурса, учрежденный президентом Абхазии по решению жюри, получила 11-летняя Виктория Микая. Остальные участники были награждены дипломами 1-й и 2-й степени. Кроме того, всем им были вручены мобильные телефоны и памятные подарки. Победительница проекта Виктория Микая призналась, что до проекта не занималась вокалом профессионально, но всегда любила петь. Еще не совсем осознавая своей победы, юная певица поделилась переполняющими ее эмоциями. Я очень люблю петь, и когда узнала то, что есть такой вокальный конкурс, я захотела попробовать, вдруг получится, и получила гран-при. Всем моим педагогам огромное спасибо за то, что они помогли мне получить это гран-при. Завершая конкурс, Валерия Микая по традиции спела финальную песню, с которой одержала победу. Это знаменитая композиция из культового фильма «Титаник». Саид Жарсаля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.